Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что приготовили для вас следующие 7 дней? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Прям так и спросите, что мне по судьбе на будущей неделе. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что же вам по судьбе на будущей неделе? Так, что вам по судьбе? Ну, во-первых, вам по судьбе с кем-то мириться. С кем-то мириться, договариваться, обсуждать. Вот прям, знаете, вот кто в ссоре, обязательно помиритесь. Для тех, кто желает, может быть, укрепить отношения, восстановить отношения, прояснить отношения, прекрасное время, вы будете спокойны, вы будете мудры и вы будете открыты для диалога, для того, чтобы воспринимать мнение ваших оппонентов. Здесь вот прям как хотите. Кто планировал, кто загадывал на примирение, восстановление, создание связей, пожалуйста, прекрасное время. Смотрит меня мужчина, знайте, что это прекрасное время договориться, например, со своей любимой, чтобы ваши отношения вышли на какой-то новый важный для вас, для вашего будущего уровень. Если вы хотите попросить повышение, прибавку, может быть, какие-то деловые вопросы порешать, тоже прекрасное время. Вы, знаете, вот прям будете чувствовать, моменты будете чувствовать. Вы будете смотреть на человека и считывать этого человека. В каком настроении, на что готов, от чего лучше повоздержаться, да, как строить диалог с тем или иным человеком. Вам так будет легко общаться с теми, кто вас окружает, кто и старше, кто и младше, и важнее, и проще. Да. Все вот у вас будет прям как от зубов отскакивать, да, вот ваши слова будут очень четкими, по делу, очень осмысленными, взвешенными, и это замечательно. Очень продуктивное время, вот все, что касается коммуникации, разговоры, коммуникации, договоренности, все будет идти на ура. От чего следует воздержаться? Но здесь сразу идет: воздержитесь от крупных покупок, воздержитесь от крупных вложений, воздержитесь от больших трат, да, вот что вы там идете, покупаете, там, не знаю, ну, какую-то дорогую вещь. Этого лучше не делать. Это не лучшее время. Здесь вы можете столкнуться с мошенничеством, можете столкнуться просто с каким-нибудь там обсчитаю, да, либо вы купите вещь, да, по стандартной цене, да, а буквально там через неделю поймете, что она попала в дискаунт, да, и есть скидки на эту вещь. И вы, поймете, что потеряли по деньгам. Поэтому, как бы сильно не хотелось, даже если, например, вы продаете что-то важное, да, и к вам приходит покупатель с суммой денег, да, и говорит: все, беру, возьмите тайм-аут. Переждите. Вот эту неделю лучше вот все денежные вот расчеты немножечко подзаморозить. Найдите такой повод, найдите такую причину, чтобы не отказать человека, но немножечко по времени растянуть. Я вижу, здесь момент упущенной выгоды идет. Может быть, так сложится ситуация, что пройдут эти 7 дней, и либо ценник упадет, да, либо наоборот он вырастет. Но опять же таки, выгода ваша, она на этой неделе не случится. Скорее больше будет ждать такое, знаете, разочарование. Дальше. У кого есть семья, дети? Очень много переживаний за ребенка. Либо ребенок, не дай бог, переболел, либо какие-то, может быть, правила, что-то вот связанное с детьми, но то, что вас беспокоит. Будете много думать. Я скажу такую вещь. Здесь нужно не думать, а действовать. Опять же таки, воспользуйтесь тем, что вы очень хорошо на этой неделе будете в разговорном жанре подкованы. Если надо идти в школу, идите, договаривайтесь, обсуждайте, переспрашивайте, узнавайте. Если нужен диалог с ребенком, говорите со своим ребенком. Здесь очень важно не упустить момент. Возможно, ребенку нужна помощь. Возможно, нужно отстоять своего ребенка, да, перед какими-нибудь взрослыми, да, там, учителями или
ну, людьми там статусными, да, это нужно будет делать. И это будет делать мать. Мать, потому что она ребенка своего знает и умеет, и может, вернее, да, выразить все то, что есть в вашей семье, да, что есть с ребенком, что происходит, да, все это рассказать, показать. Очень важно. Если детки совсем маленькие, и опять же таки, да, вдруг что-то приключилось неладное, здесь очень важно будет, опять же таки, маме, да, почаще, побольше побыть с ребенком. Возьмите больничный, да, либо если есть такое, ну, возможность такая, да, разрешение, чтобы вы побыли с ребенком. Очень важно ваше внимание и участие. Будьте вот внимательны. Что касается пожилых людей. Пожилые люди могут столкнуться с такой ситуацией, что какая-то может быть хандра, либо какие-то, может быть, не очень приятные новости придут от знакомых, может быть, от родственников, да. Но опять же таки, это что-то похожее на новости. Не впадайте в панику, не впадайте в отчаяние, не поленитесь, узнайте, да. Если нужно поехать, съездите. Вы поймете, что не все так страшно, да, либо какие-то вот искаженные до вас дошли слухи, либо сведения. И чтобы не сидеть дома, там, не пугаться, не переживать, лучше вот воспользуйтесь тем, что вы можете там съездить, поговорить, пообщаться и узнать, как на самом деле обстоят дела. Потому что здесь, ну, прям какой-то стресс может случиться в начале недели от каких-то новостей. Но новости, честно, они какие-то надуманные, да, больше там надуманного, чем факта. Кто ждет встречи, у кого должна состояться встреча, либо приезд, либо вы кому-то должны были поехать, да? То есть здесь была договоренность на какую-то встречу. Эта встреча, она состоится, но состоится она в каком-то либо другом формате, да, не так, как вы там себе думали, планировали, либо она будет немножечко отложена. И опять же из-за того, что она будет отложена, либо, например, место встречи будет изменено, что-то пойдет не так. Что-то вот прям с самого начала пойдет не так. Но пользуйтесь тем, что вы умеете хорошо, красиво, правильно говорить. Знаете, вот ступор – это то, чего нельзя. Что нужно – это говорить, себя продвигать и добиваться. У вас все получится. У кого есть какие-то важные дела, связанные с государственными учреждениями, здесь могут быть и банки, и больницы, и госорганы, смелее, смелее, все получится. Дороги открыты, дороги будут успешны. Да вы вообще будете блистать каким-то красноречием. То есть, в принципе, везде сможете сходить, договориться, получить свое. Пользуйтесь этой возможностью, не упустите этот свой шанс порешать какие-то важные дела. По поводу денег. Я не вижу здесь больших сумм, чтобы вам прям тут привалило, но тем не менее я вижу, что деньги у вас на ваши насущные проблемы есть. Есть, и вы ими будете распоряжаться вот как-то крайне осторожно, да, осмотрительно. То есть здесь человек не будет направо и налево тратиться, плюс еще и, как, знаете, как желания не будет у вас, да, и это замечательно. Приберегите свои денежки, они вам обязательно пригодятся. Если вы ждете какого-то возврата долгов, вещей, на этой неделе этого не случится. Человека, кто вам должен, либо от кого вы ждете, возможно, неприятности случатся, возможно, какие-то, ну, человек позвонит, извинится, скажет, ну, извините, там, я не могу к вам доехать, да, у меня там автомобиль сломался, либо я там приболел. То есть причина будет. Я не вижу, чтобы это вас как-то сильно напрягало, но тем не менее, да. То есть если вы рассчитываете на эту сумму, либо на возврат какой-то вещи, придется подождать. Те, кто у меня встречается, да, у кого есть любимый человек, вы встречаетесь, общаетесь, то есть у вас идут какие-то вот, ну, любовные, да, энергетики, вы обмениваетесь. Здесь очень важно не ревновать, потому что будет повод, причем не ваш человек даст повод, а кто-то третий. Кто-то попытается вмешаться. Либо как-то, знаете, человек умышленно попытается, да, там, навести тень на плетень, а у кого-то отыграется, как будто бы там, ну, случайная какая-то ситуация. Вам очень важно не ревновать и уж тем более не идти на провокацию. То есть, ага, ты там с кем-то фотографируешься, да, либо с кем-то общаешься, ой, простите,
я сейчас тоже пойду себе там кого-нибудь найду. Ни в коем случае. Здесь, опять же таки, пользуйтесь тем, что можно поговорить, прояснить. И я вас уверяю, правда вскроется, и ваши переживания, сомнения все уйдут. У кого-то может быть ситуация, что человек по какой-то причине не выходит на связь, да? Не выходит там и не звонит, не пишет, там, грубо говоря, там сигнала нет, да? У человека, скорее всего, будет какое-то вот происшествие, связанное с его гаджетами. А может быть, там, не знаю, телефон сломается, да? Может быть, с интернетом что-то произойдет, да, у человека не будет возможности. И не пугайтесь этого момента. Как только получится, человек обязательно вам и позвонит, и напишет, и все расскажет, что происходит. Для тех, кто в семье, в браке, у вас, смотрите как, либо вы уже поссорились, да, и отвернулись друг от друга, либо у вас будет такой момент, да, когда вы можете поссориться. Здесь очень важно именно женщине проявить и мудрость, и милосердие. Вы понимаете, что мужчина как ребенок будет себя вести, вот прям может разобидеться очень сильно, может. Контролируйте, что говорите, контролируйте, что делаете. И, возможно, нужно не ругать, а пожалеть. Возможно, нужно там не выспрашивать, допрос с пристрастием, да, устраивать, а возможно, нужно что-то посоветовать, как-то войти в положение. У мужчины, скорее всего, могут случиться неприятности, конфликтные ситуации на работе, с коллективом. Может быть, какие-то неоправданные претензии будут, либо, грубо говоря, кто-то подставит, да, либо действительно может неприятность, просто вот фатальная неприятность случится на работе, в рабочем процессе. И мужчина, он закроется, и, знаете, ему так тошно будет, да, а тут вы еще со своими допросами, расспросами. И вот этот момент, он может быть триггером на какую-то неприятность между вами. Поэтому, еще раз говорю, да, сейчас время такое сложное, и вы, конечно же, беспокоитесь о своем любимом человеке, но лучше свое беспокойство переведите в милосердие, в помощь, в поддержку. Да? Лишний раз спросите, а как у тебя дела, а что происходит, а чем я могу тебе помочь. Либо давай посидим, подумаем, как мы можем решить этот вопрос, решить это дело. Понимаете, не надо говорить, ах ты там дурачина, да, натворил делов, теперь у нас неприятности. А постарайтесь действительно вникнуть, помочь и подсказать. У вас это получится, потому что у вас этот дар разговорного жанра, он будет на высоте, да, самым главным будет происходить. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте, близких поддерживайте, родных поддерживайте. Поругаться вы всегда успеете. Да? Причину можно найти любую, но в эту неделю очень важна именно ваша поддержка, ваши добрые слова, ваша подсказка, ваша сердечность. У вас же на работе, у тех, кто работает, если у вас свой бизнес, возможно, будут какие-то стычки с конкурентами. Причем не с вашей стороны, а с их стороны. Может быть, даже какую-то провокацию могут устроить. Да? Что-то может быть ваше там... плагиат какой-нибудь, да, либо что-то скопируют, либо, может быть, какие-то сплетни распустят насчет вас. Здесь тоже очень важно не молчать, не идти с мечом, да, на этих конкурентов, а попытаться поговорить. Попытаться достучаться, да, до совести, да, достучаться. Вот здесь очень, еще раз говорю, важно вот именно такие вот разговорные моменты, дипломатия, держать себя в руках очень важно будет. Если вы будете держать себя в руках и проявите все свое красноречие, я вас уверяю, у вас неделя вот так вот, знаете, легко пройдет. Вы и себе можете помочь, и тем, кто вас окружает. Решить не только свои проблемы, но и по ходу решить все, у кого что там наболело, нагорело и какие неприятности с кем где приключились. Вы сможете, у вас получится. Знаете, у многих даже такое вот прям будет желание, да, появится желание разговаривать, что-то вот прояснять, выяснять, договариваться. Вот чувствуете, что у вас это желание проснулось, конечно же, пользуйтесь. Все дела, которые у вас были там отложены, переложены, все это постарайтесь порешать. Я вас уверяю, вот именно в эту неделю вас ждет успех в решении вопросов, дел, договоренностей, примирений, восстановлений. Все это будет получаться, и это замечательно. На этом, мои дорогие, все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.